Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. И сенмесес, херметный дослар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит лауреат российских международных конкурсов, баянист, гармонист Булат Хисматов. Встречаем! Браво! Булат, ну, во-первых, поднял настроение на нашей кухне, но и такой суперсовременный белой гармошки я не видел. Или это тальян? Это тальян Руслан, да. Ну, о тальянах... Национальный татарский инструмент. Молодец. О тальянах, гармошках мы, конечно, сегодня обязательно поговорим. Булат Хисматов, баянист, родился 20 ноября 1989 года в Казани. В 2008 году окончил Казанский музыкальный колледж имени Аухадеева, а в 2013-м Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова по классу баяна. Свою творческую деятельность начал с солиста государственного фольклорного ансамбля «Кряшин» Бермянщик, а с 2012 года работает в оркестре народных инструментов «Фазан Нуры». Булат неоднократный призер различных российских и международных конкурсов, таких как «Друг Баян», Петропавловские ассамблеи, Арт-форум, Виват Баян и Татармана. Но играть ты умеешь, это вся республика знает, а готовить? Готовить? Сейчас я тебе покажу все, что я умею. Что будем готовить? Я, конечно, увидел продукт, который ты сегодня с собой принес. Сегодня мы будем с тобой готовить. У меня есть очень такой интересный рецепт, который мне передала прабабушка, который передала, в свою очередь, своей бабушке, которая передала отцу, а через отца этот рецепт дошел до меня. Точно готовился к нашей программе. Да. Это будет тыквенный суп. Очень древний рецепт. И еще татарча айтканда кабак буданасы. То есть два блюда: тыквенная запеканка и тыквенный суп. Да, именно. Покушаем на славу. Все у нас готово, Булат. Мы приступаем. Маленький кусочек тыквы я беру себе. Да, большой я возьму себе. Нужно будет очистить от корки и разрезать 2 на 2. Бисмилляхи рахмани, начинаем. Булат, как жизнь? Как жизнь? У меня все хорошо, Аллах шакир. Если ты еще вкусно приготовишь, то будет еще лучше. Ну, ты мне лучше расскажи, давно ли ты научился готовить? Давно ли? Руслан, наверное, ты уже знаешь, то, что у меня папа артист, мама тоже у меня Не работает. просто артист, а народный артист. Да. И мама тоже работает в театре. И как бы в детстве они очень часто были на гастролях. И очень часто не готовили дома. Нет. И вот когда, как говорится, голод не тетка, голод дядька. И когда очень хотелось кушать, всегда приходилось уже готовить по чуть-чуть. Учился. Самому? Да, учился. Как бы подсказывали родители, мама подсказывала, как это делать. Какие блюда готовил в молодости? Ну, все начинается с яичницы. А заканчивается жареной картошкой. Нам нужна посуда, куда мы все это будем складывать. Да, отлично. Так. Вот такая, я думаю, будет в самый раз. О, большая. Булат, Да. понятно, ты кушал сам яичницу, картошку, а мама-то все-таки когда-то приезжала ведь с гастролей и накрывала на стол. Да, бывало и такое, на самом деле. Чем кормила тебя мама, скажи мне? Ты знаешь, я очень люблю суп-лапшу, очень люблю. Просто до фанатизма, на самом деле, доходит. Порой я даже вот куда-нибудь на гастроли на долгие уезжаю, в поездке. Я говорю: мам, пожалуйста, я говорю, даже если тебя не будет дома, пускай меня хотя бы в холодильнике в охлажденном виде будет ждать суп-лапшу. Пускай даже без мяса, но просто суп-лапша. А вот давай, Ника, например, а Ауга Катька что кушал?
суп-лапша. Суп-лапша. Да. Хотите удивить Булата Хисматова? Суп-лапша. Все очень просто. Ну, Людям ты приносят позволь. торт такой круглый, а тебе приносят такую суп-лапша. упаковку. Нет, упаковку лапши тебе так, хоп, Да? каждый раз. Да, кстати, интересный вариант. Сейчас поклонники твои запомнят и будут тебя кормить всегда. Суп-лапша. Булат, мы узнали твои самые любимые первые блюда. Это лапша. А любимый инструмент, наверное, это тальянка. Ты абсолютно прав. Первый вот инструмент был детская игрушечная гармонь. Как раз. Сколько лет тебе было? О, я уже даже сейчас не вспомню, может 4 где-то. На самом деле, очень интересная история, как меня отдали в музыку. Послушаем. Это был далекий 95-й год. Ага. Помнишь, группа очень модная была, Modern Talking? Ну, как You're my heart, you're my soul. Да. И, значит, по телевизору я увидел это выступление, и там модный инструмент был. В простонародье расческа называют. Это синтезатор, который вешали на шею. И он играли. так модненько, вот помнишь, он так и спускался так, да. Да, и думаешь, он играет или просто танцует? Ну да. И мне так понравилось. Я говорю, пап, я говорю, тоже так же вот хочу. Вот на следующий день улам. Вот тебе тальянка. Запишите его, пожалуйста, на баян. На баян. Было именно так, Руслан. А ты мечтал о синтезаторе? Я, в принципе, да, чуть-чуть о другом мечтал. Но нисколько не папа ведь у жалею. тебя не прогадал. Не За что прогадал. мы можем ему сказать? Рахмат. Бигза Рахмат, это да. Тыква у нас готова. Ага, молодец, ты хорошо мелко порезал. Это у нас будет для супа. А Я думаю, это ты скажешь, это уже суп готов у нас. Так, мелкая часть для супа. мелкая часть. А это из этого мы сделаем запеканку. Дай, пожалуйста, эту посуду. Так, Так, мы ее сейчас смажем с тобой растительным маслом. наш противень. Чуть-чуть, да, буквальненько? Да, чтобы не пригорело. Так. И выкладываем И в тыкву. выкладываем тыкву, да, именно. Вот так вот красиво, быстро Смотри, готовит мужчина. профессионал, я смотрю, ты это, да? Ну, есть профессионалы-баянисты, есть профессионалы-кулинары. А есть кулинары-баянисты. Кстати, Давай, да. выкладываем. Хорошо, отлично. Я имел в виду тебя. Так. Все выкладываем. Все выкладываем, да. Так, Руслан, слушай, я думаю, еще нужно добавить пару кусочков масла сливочного для Сюда? вкуса. Да. Добавим. Все для вкуса. Все для вкуса. Масло можно побольше. Конечно. То есть оно потом, в Масло- принципе, здесь растворится. же. Да. И даст свой нежный вкус. Так, последний кусочек. Так, Я думаю, нужно достаточно добавить водички еще. Ты вот прям так все четко говоришь, что я сейчас вспоминаю рецепт. Потому что Давяника моя делала именно так. А я- Чуть-чуть водички. Да, чуть-чуть. Так. Чуть-чуть. Сюда чуть. Ага. И добавь, пожалуйста, сахар. Вот это придаст такой пикантный сладкий вкус. Пикантный сладкий вкус. Но ты Да, тоже да. кулинар. Ну, Чуть-чуть, да? Да. Так. Еще ложкой. Так, все. И теперь отправляем на 40 минут в духовку. А потом можно кушать? Конечно. Посмотрим. Отлично. Так. А пока тыква запекается, мы начнем готовить суп. Так, сейчас мы ставим, значит, ставим кастрюлю, нужно поставить сюда. Так. На огонь. Сейчас Ты на пока- мелкий огонь. На мелкий огонь, правильно. Так, ты пока разрезай лук. Для супчика. Да. Картошечку нужно Картошечку. порезать. А тыква у нас Поменьше. уже порезана. Да, все готово. И все это мы варим в таком вот красивом казанке. Конечно. Давай так, раз уж я кулинар, я все это порежу, да? Все это смешаю и приготовлю, а ты для меня будешь играть. Договорились? Отлично. Итак, начинаем готовить суп. Музыкально-тыквенный суп. Музыкальный тыквенный суп. Я решил тебе сыграть на другом инструменте. У меня есть инструмент побольше. Давай угадаю. Это большая тальянка. Хорошая была бы версия. но Баян. всё-таки- Да. Баян. Да. Баян. Да. Так. Слушай, ну, я знаю, вот, да, твое творчество, оно же не только связано с татарской музыкой, да? Может, давай что-нибудь вот такое оригинальное? Оригинально? Слушай, а ты знаешь песню Сани? Сани? Это песня про русского мальчика Сани, нет? Нет, готовь Сани летом. Да. Да. Сани — это музыка 80-х, такая танцевальная, иностранная. Да, Бонни Эм. Послушаем, как раз под нее и лучок резать. И сейчас все подпевают. Sunny, what's one, two? I love you. I love you, это он про тыквенный суп сейчас. Но мне кажется, иностранного хватит, сейчас же, сам знаешь, импортозамещение везде. Да. Давай сразу же на русское переходим, на русское. Вот.
А мы между тем обжариваем лук на растительном масле. Вот это нормально. Отлично, отлично. Булат, расскажи, где ты получал вот высшее образование? Или есть оно у тебя? Или просто музыкальное училище? Нет, есть, конечно же. Рассказывай, рассказывай. После музыкального училища идешь в консерваторию. Как бы массы сожжены. Я баян поставлю. Ага. Вот. В 2008 году окончил как раз Казанское музыкальное училище по классу баяну Рафаат Малыч Шайхиева и поступил к самому лучшему педагогу, к Александру Юрьевичу Протасову. Да, это в камеру можно сказать, самому лучшему. Самому лучшему педагогу. Я учился только у самых лучших педагогов, на самом деле, города Казани. Очень рад этому. Вот. Очень увлекательная история была. Даже прислезился. Да, это лук, на самом деле, лук. Как училась? Ты знаешь, было очень интересно, и уже столько лет прошло, и так хочется вернуться, вот, понимаешь, иногда вот Подожди, диплом не получил, что ли? Так хочется вернуться. Нужно забрать его. И вот встречаемся иногда с одногруппниками, и вот такая ностальгия, такая золотая пора. Знаешь, наверное, прекрасно, Айнура Муратова, мы вместе учились. Ну, Айнур здесь тоже готовил, кстати. Да. Приходил к нам на кухню. Отлично, отлично. Вот, вместе мы учились, и шкодничали мы, ну и, естественно, всегда отличались высоким уровнем профессионализма. А вот это красиво сказано. Да. Все бабушки были наши на концертах. Ты так хорошо нарезал картошку, профессионал, молодец. Не зря у меня такой хороший помощник Спасибо, сегодня. спасибо. Так, сейчас закладываем это все. Я давай пока. Лук у нас уже обжарился, кстати. Отлично, так, я буду тыпу. Слушай, это не подгорит у нас? У нас все-таки Нет, суп же. надо залить водой. А, и водичку. Да, сейчас поперчим, посолим по вкусу, как говорится. Так. Смотри, как прям ровненько, аккуратненько, без излишка. Ну, И заливаем. как говорил Михаил Загидович, уканкше. Так, вот, как раз. Соли. Так, немножко. Давай. Так, Ну, я думаю, Пол для столовой начала ложки, да, полстоловой ложки будет достаточно. да, именно. Да, Вот так вот. Красиво. гурман, ты истинный гурман. Закрываем крышечкой. Подожди, а поперчить? Давай. Отлично. Чуть-чуть. Вот, молодец. Ставим на максимальный огонь. Так. Закрываем крышечкой. И говорим зрителям, что после перерыва мы продолжим готовить вместе с Булатом Хисматовым. Дорогие друзья, в эфире вновь программа «Секреты татарской кухни». И мы сегодня готовим с баянистом, гармонистом, человеком, которым очень любит татарскую культуру и татарскую кухню, Булатом Хисматовым. Салям, Булат, еще раз. Целую минуту не виделись. Да. Итак, что мы сегодня готовим? Тыквенный суп по рецепту прабабушки Булата. У нас уже готовится, кипит, бурлит. И мы к нему вернемся чуть позже, но сейчас запеканка. В духовочке мы запекли тыкву. Она у нас уже здесь. Да. Сейчас нужно будет добавить, значит, 2 ложки сахара, 2 ложки манки и яйцо. И все это мы перемешаем с помощью татарского народного инструмента блендера. Ну, а сейчас блендер. Да, все-таки. Так, ну, Я пока творогом займусь. Да, это второй слой нашей будет запеканки. Да. Что мы добавим в творог? Также, 4 ложки сахара, 2 ложки манки, 2 яйца. Ну что, приступим? Приступим. Так. Немного пошумим. Вот. Видишь, у тебя инструмент музыкальный, более ласково звучит. После того, как вы измельчите тыкву, надо вот немного, чтобы она остыла. И только потом уже добавлять туда яйца, манку и сахар. Вот так вот. Булат, расскажи нам, пожалуйста, как дела с трудоустройством? Вот закончил консерваторию, всех ли гармонистов берут? Если берут, то куда трудоустраивают? Кому надо позвонить, чтобы трудоустройство получить? И вообще, виноват ли в этом твой папа? Давай, нам все секреты. Все секреты. Ну, знаешь, я первый раз начал работать. Пришел на первую работу в далеком 2010 году в государственный фольклорный ансамбль «Берманчик». Есть такой ансамбль «Кряшин». Вот, там тоже я начинал как баянист. Потом по чуть-чуть начал осваивать гармошки. Как бы нужно это все. Вот, ну, сам понимаешь, много кряшинскую мелодию не поиграешь, все-таки тянет к своим корням.
татарской музыки. И вот так получилось то, что в ансамбль, в оркестр Казанура нужен был баянист, меня пригласили. Ну все, естественно, как сказать, у нас есть своя мафия, баянная мафия. Баянная мафия в Казани, берегитесь. Вот, ну и как бы это все, вот, знаешь, если ты хороший исполнитель, хороший профессионал, тебя будут брать везде и приглашать соответственно. В том числе брать и автографы. Братья, причем автографы. Братья. Так, я добавляю немного сахара, сколько? 2 ложки. 2 ложечки, да-да-да. Так, 2 ложки манки. Давай. И затем 2 яйца. Тщательно все размешиваем, добавляем яйцо и... Да, все будет хорошо. Так, да. Активнее смешивай. Следи. А мне нужно будет сейчас добавить изюм. Так. Итак, тыква у меня готова, вернее, пюре из тыквы, которое понадобится для запеканки. Сейчас мы берем сковородочку. Так. Я думаю, сливочное масло здесь нам понадобится. Обязательно, да. Так. Но мы сейчас вот... Кулблян. Ну, вот я ложечку умею, смотри, вот так. Нет, тогда обилер шикали, давай. Вручную? Конечно, так вкуснее. Как Ты же фигурное руками- катание. Ты же руками это делаешь, так вкуснее будет. Так. Так И вкуснее будет. сейчас начнется самое интересное. Мы слоями. Будем это все накладывать сейчас. Да. Чем больше слоев у вас получится, тем красивее и вкуснее получится ваша тыквенная запеканка. Будана. Будане. Внимание. Так. Так, первый слой. Так. Я думаю, Так. слои не должны быть слишком толстые. Думаю, да. Так вот. Лучше Очень чаще, ответственный но больше. момент. Давай. Мотор. Мы ровно распределяем первый слой, тыквенный слой. Да. И потом будем добавлять слой номер 2. Творог, изюм и все, что там добавил наш Булат. Да. И пока Булат с воодушевлением наносит второй слой, у меня вопрос. Кому в вашей семье пришла идея выступать вместе? А я напоминаю, отец Булата – это Асхат Хисматов, актер театра Камала, народный артист, певец и просто замечательный, узнаваемый, популярный человек в нашей республике. Именно. И сказал: Улым, пойдем-ка мы на сцену. Папа поет, Улым на баяне играет, мама смотрит, и все рады. Ну, на самом деле, тут тоже есть свой нюанс, Ага. как и всегда. Папа с детства очень хотел научиться играть на гармошке. Даже гармошка была в деревне. Но вот что-то пальцы не легли, и, как у русских говорят, за мечты родителей Расплачиваются расплачиваются дети. Да. Ну, ни в коем случае не жалею. На самом деле, баянист, как говорится, от голода никогда не умрет. Вот. Так, а выступать вместе это пришло уже, наверное, только тогда, когда я начал подбираться к его уровню профессионализма. Но все еще впереди, и нас ждут Да. новые дуэты папы и сына. Смотрите на ТНВ. Итак, следующий слой у нас вновь тыквенный, и вот так слой за слоем у нас получится тыквенная запеканка. Следите внимательно. Так хорошо разровнялся. Слушай, молодец. Быстро учишься. Мотор. Мотор. Очень красиво. Мотор кушда, мотор блайнда. Итак, друзья, отправляем нашу запеканочку. духовочку. Аккуратненько. Все слои у нас готовы. В духовку. Так. И подождем, пока она запечется. Отлично. Кабак бутенесы. Тыквенная запеканка. Тыкву очистили, нарезали на крупные куски и запекали в духовке 40-45 минут. После запекания тыкве дали остыть и измельчили в пюре при помощи блендера. В полученное пюре положили 1 яйцо, по 2 столовые ложки сахара и манки и хорошенько перемешали. К творогу добавили манку с сахаром, яйцо, а также изюм. Форму для запекания смазали сливочным маслом и затем поочередно выкладывали слои. Сначала тыквенный, затем творожный. И так несколько раз, пока начинки не закончатся. Готовую бюдене запекали в духовке около 40 минут при температуре 180 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, нам осталось быстренько доготовить наш суп. Так. Воду мы слили. Здесь у нас осталась картошка, тыква и лучок. Да. Что делаем дальше? Сейчас нужно измельчить. Вновь. Да. Ну, электроавлай, токма, блядь. Да. Ты ускоряешь процесс. Но тыква, она очень мягкая, и картошечка уже приготовилась, поэтому несколько секунд у вас займет этот процесс. Так, размельчили. Все мы тщательно перемешали блендером. Да. Сейчас нужно чуть-чуть молока добавить для вкуса.
И для цвету. Так, В принципе, почему бы нет? отлично. Так, хорошо, хорошо. Перемешаем. Да, и несмотря на то, что рецепт древний, я как бы решил поэкспериментировать и добавить чуть-чуть имбиря. Чуть-чуть, все-таки щепоточку. специи нам не помешают. Да. Так. И куркумы. Это для цвета и такого вот. Для аромата вновь. Аромат. Самое главное, дорогие друзья, не переборщите со специями. Да. И я думаю, еще раз зафиналим и все это блендером тщательно перемешаем. Обязательно. Суп готов. Осталось его буквально на 5-10 минут закрыть крышечкой, чтобы он потомился. Ну и после небольшой паузы мы попробуем и запеканку, и тыквенный суп, и послушаем Булата. Конечно. Тыквенный суп. Тыкву и картофель почистили и нарезали небольшими кубиками. В казане на растительном масле обжарили мелко нашинкованный репчатый лук. Затем к луку добавили тыкву с картофелем и залили кипятком так, чтобы он только покрыл содержимое кастрюли. Затем добавили специи и варили на медленном огне 15-20 минут. Далее отвар слили, а овощи измельчили при помощи блендера. В полученное пюре добавили горячее молоко, молотый имбирь и куркуму и томили на медленном огне еще 5-7 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Булат, зажигай! Приятного аппетита! Сейчас мы попробуем вместе с Булатом наши два блюда. Так, да, гармошку пока убирай. Вернее, баян, как же я мог перепутать. Тыквенный суп, блюдо номер 1. Смотри, вот так все красиво получилось у нас. Я предлагаю немножечко добавить туда Прекрасно, сухариков. прекрасно. Вот так вот. И сразу гурмана видно издалека. Да. И мы обжарили, высушили уже тыквенные семечки, их почистили. И тоже немножко. Мы их, кстати, тыквенными семечками украсили нашу запеканку. И также их можно добавить в суп. Да. Пробуем. Так, аузбиля. Ага, бисмиллях. Размешиваем все это. Отлично, отлично. Внимание. Божественно. Татары обычно говорят «искиткиш». Молодец, Булат. Я думаю, и родителям сейчас твоим приятно говорить, ну, наш Улам всегда был молодец. Ну, только благодаря тебе, конечно же, Санчо. Только благодаря тебе. Это был тыквенный суп, друзья. Отличный рецепт. Обязательно попробуйте приготовить его дома. Ну, а сейчас переходим к нашему десерту. Кабак буданасы. Именно так он звучит на татарском. Очень красиво, посмотрите, слой желтый, слой белый. Внимание. Запивать мы его будем, конечно же, нашим любимым катыком. Мне кажется, можно звезду Мишлен давать. Я бы просто комплект шин подарил тебе. Одноименных. Очень вкусно. Ну, я сам, знаешь, именно так бы сказали французы, но татары говорят биг обед, биг якша, биг тамле. Молодец. Молодец. Русланчик, у меня есть для тебя подарок. Неужели? Так, Вау, тюбетей. А я все смотрю. Я шильтесте под сарафан. Спасибо, я все смотрю, у тебя есть тюбетейка, у меня нет. Но у меня, не поверишь, тоже есть подарок. Да ты что? От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе сковородку бренда Кукмара. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Вот и подошла к финалу наша программа. Я искренне благодарю тебя, Булат. И музыку сыграл, и вкусно накормил, настроение поднял. Ну, гордость нашей республики. Браво! Браво! Булат, молодец. Спасибо, Руслан. Буду ждать тебя на наших концертах. Приходи. Ну и всех зрителей мы приглашаем на концерты Приглашаем вас. Булата Хисматова и всей его творческой команды. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю. Сау булыңыз, достар. Пока-пока.